Таджикистан и Кыргызстан провели встречу по границе. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, хоть на этот раз есть какие-то изменения. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. Очередная встреча топографических рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы проходила с 25 по 30 октября в городе Душанбе. Как сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана, стороны договорились провести следующую встречу рабочих групп на территории Кыргызской республики. Другие подробности встречи, к сожалению, не сообщаются. А как вы относитесь к тому, что стороны встречаются вот уже даже сложно сосчитать который раз, и они просто договариваются о том, у кого в следующий раз они посидят. Кроме этого ничего. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. С момента вот этого конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном прошло полгода, но напряжения все равно остаются до сих пор холодными и напряженными. Вообще, насколько велика вероятность, что вот этот конфликт, похожий или что-то подобное, может произойти? Вероятность всегда остается. Безусловно, поскольку базовые проблемы не решены, проблемы с границами остаются открытыми. Напомним, что 23 октября на пресс-конференции в Бишкеке президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал довольно спорное заявление. Он говорил о 275 метрах земли, которая была признана таджикской территорией в соглашении 2009 года. Эта же договоренность предусматривает аренду данной земли Кыргызстаном на 49 лет. Президент Кыргызстана заявил, что участок принадлежит Кыргызстану, а сам он не признает соглашение. Со стороны Кыргызстана документ подписывал Адахан Мадумаров, политик, который еще в 2009 году возглавлял Совет безопасности Кыргызстана. На комментарий президента Мадумаров ответил, что документ является необязательным соглашением и что обсуждение этого вопроса будет продолжено. Мы в этих местах юридически правы. По 4 улицам, которые я упомянул, 3 марта 2009 года в бытность секретаря Совета безопасности Адахан Мадумаров подписал протокол. Поэтому таджикская сторона думает, что это их территория. Но по словам Жапарова, таджикская сторона на переговорах настаивает, что соглашение имеет силу, и земля была передана Таджикистану в 1924 году, когда тот стал Таджикской автономной Советской Социалистической Республикой. Я отвечаю, что раз так, в 1924 году мы передали вам Мургаб площадью 3 миллиона гектаров, давайте вы тогда вернете его нам, сообщил президент Кыргызстана, добавив, что таджикская сторона отвергла его предложение. Согласны. Сейчас работают межправкомиссии. В прошлый раз они уточнили еще 8 километров. С этим ничем не обоснованным заявлением президента Кыргызстана Садыра Жапарова таджикская сторона согласиться не может. И для того, чтобы уточнить, определить, что и как, это будет решать, соответственно, Генеральная прокуратура, это будет решать Министерство иностранных дел и все те члены по делимитации, демаркации, которые были при правительстве Кыргызской республики. После того, если когда определится, что это было сделано умышленно и незаконно, то господин Мадумаров должен быть привлечен к ответственности. А как вам такие дерзкие заявления президента Кыргызстана? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Делитесь своими мнениями, ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч.